для того, чтобы говорить, нужна обязательно ситуация, мы с вами говорили. Вот сначала вы испытываете определенную потребность в том, чтобы сказать. Дальше формулируете, подбираете слова и, соответственно, потом высказываетесь в соответствии с ситуацией. Это все, когда в естественной среде, когда вы на родном языке говорите, это все происходит мгновенно. А вот когда на иностранном языке, приходится эту ситуацию моделировать. Для того, чтобы моделировать ситуации, нужны определенные компоненты. Еще вот давно, когда вводилась коммуникативная методика, такое определение условно-речевой ситуации дал профессор Леонтьев, что и компонентами этой ситуации, вот 4. Если есть эти 4 компонента, я всегда смотрю, дети заговорят, нет этих 4 компонентов, значит, не заговорят. То есть сначала нужно создать обстановку у врача, например, роли пациент, доктор, языковые средства, которые нужны для того, чтобы пожаловаться на свое состояние, и стимул, то есть пожалуйся, а ты пропиши лекарство. И вот таким образом, создавая условно-речевую ситуацию словесно, мы с вами мотивируем учащихся к говорению. Мы уже говорили, что ситуация создается на основе текста, картинки и описания вот словесно. Текст. Отечественная методика всегда любила текст. Текстовая деятельность очень важный компонент, который на основе раньше вообще насколько отличался. Всегда спрашиваешь, скажите, вот вы говорите устно, это отличается, вот здесь в аудитории, в коридоре, отличается от той художественной литературы, которую вы читаете? Они говорят, конечно, ну понятно, речь значительно отличается письменной от устной. Но на начальном-то этапе нет. На начальном этапе дети у вас что пишут, то они и говорят. А вот чем лучше дети изучают язык, тем выше уровень коммуникативной компетенции, тем, конечно, и будет больше отличий. Поэтому язык становится иногда, если он базируется в основном только на художественных текстах, он становится таким громоздким, таким неповоротливым и очень отличается от реального языка, которым пользуются в общении дети. Поэтому на начальном-то этапе, вот 2-й, 3-й, 4-й класс, в английских учебниках везде полилог. Там мы учим разговоры, потому что диалогическая речь, она же всегда проще, чем монологическая. Вот у меня здесь только пример, простите уж, английский. Вот эта вот ситуация, смотрите, на кухне. Как говорит, ситуация у вас создалась на кухне. Говорит, соль, он говорит, вон там, нашел, да, все. Диалог-то состоялся, и здесь у вас ничего особенно сложного нет. Ни композиции не нужно, можно пользоваться отдельным словом в вопросительной ситуации. И вот все эти характеристики диалогической речи как раз делают ее очень удобной для начального периода обучения. Что дальше еще? Вот здесь хотела просто вам порекомендовать. Посмотрите. Это существует давно в зарубежной методике. У нас продвинутые школы, и особенно начали продвинутые вузы московские типа МГИМО и высшие школы экономики применять, когда дети сами снимают фильм. Раньше у нас это все затруднялось чем? Аппаратура какая, как снимать, записывать звук. Сейчас все просто, у всех есть телефоны. Даже если нет телефона с камерой, ну, допустим, как говорят, у некоторых детей кнопочный телефон возражает. Все равно это групповая работа. И в группе можно сделать в классе так, что у одного такой телефон есть. Так вот, у вас сценарий-то готовый? Ваш сценарий – это полилог, который есть в учебнике. Осталось только раздать роли. А вы сами знаете, то, что дети выучили, драматизировали, отрепетировали и показали, они это на всю жизнь запомнят. Согласитесь, сколько это пока пройдет? Вот я точно знаю, что вот у меня на татарском языке внучка сказку «Репку» играла, так она за всех, зная все, что каждый сказал, на всю жизнь все это она будет помнить. Это понятно.
Посмотрите, что получается. Вот вы делите на группы. Кстати, если говорить про групповую работу, я не закончила эту идеологическую, то разбирались с вами разные формы проведения идеологической работы. А вот мини-группы, которые очень любят англичане, у нас их не очень любят. Почему? Эффективность низкая. Вы сами со мной согласитесь. Когда вы делите на группы по 4, по 3, по 5 человек для выполнения какого-то задания, ну хорошо, допустим, если у вас в группе там китаец, немец, француз, они будут по-английски общаться. А у нас-то на каком? На родном же. Никто даже и не подумает, татарский язык использовать для решения проблемы или английский. На родном сделают, а уж потом учителю выдадут результат на английском языке. Отсюда значительно снижается эффективность групповой работы. Раз. И второе. В группе всегда есть кто хорошо знает. На него спокойно все сложат, а остальные, что называется по-английски, sitting pretty, хорошо устроились и спрячутся за стен. Вот поэтому групповая работа, если получается, если удастся снять вот эти два негативных момента и обеспечить, чтобы они общались на изучаемом языке, да еще и честно по очереди распределяли роли, тогда, конечно. Вот при такой групповой работе вы можете давать драматизацию. Драматизация очень хороший прием, потому что он позволяет в ситуации, то, что они выучили материал, проигрывать, многочисленные репетиции, ну, хоть и не многочисленные, репетиции все-таки есть, пока снимает, пока показывает, пока смотрит, это все повторяемость, материал заучивается очень хорошо. И вы можете устраивать кинофестивали периодичностью хоть раз в месяц, пожалуйста. Вы можете снимать вот это вот и показывать, можно менять компоненты групповое кино. Это очень давно используется как обязательный компонент обучения вот в ведущих вузах. Сейчас у нас в ведущих гимназиях тоже это используется постоянно. Когда дети снимают учебные видео на основе полилогов, которые у них в учебнике. Или, пожалуйста, пусть они сами пишут сценарий на основе тех художественных текстов, сказок, которые вы проходите. Это уже дело учителя и того, как он подходит. Как учебное видео, ну, можно считать, что это проектные работы, которые сейчас в большой моде, как вы знаете, потому что проектные работы, проектная деятельность – это, собственно, создание проекта у вас. Потому что она предлагает определенную, ну пусть не исследовательскую, но творческую работу, которую дети проделывают для того, чтобы показать результаты и разыграть роли. И здесь, кстати, дети, которые у вас не очень хорошо себя чувствуют, не очень в плане коммуникативном, в иностранном языке, они могут показать себя как хорошие актеры, и таким образом вы их поднимете, и интерес. И даже самые слабые дети, выучив текст и хорошо сыграв, могут таким образом, можно их сделать успешными. А раз сделаем успешными, значит, мы поднимем мотивацию к изучению языка. Вот диалогическая речь. И когда мы с вами занимаемся обучению диалогической речи, мы, конечно, вот опять этот вопрос. Вот вы беседуете с классом. Вы должны пользоваться полный ответ или краткий на предложение. Конечно, учителю, да, хочется, чтобы был полный ответ, да? Но это неестественно, в жизни так не говорят, поэтому, конечно, придется делить ситуацию на где у вас тест, где у вас монологическая речь, и ситуация, где диалогическая речь, и можно пренебречь некоторыми сложностями грамматического характера. Вот мы с вами говорили о языковых средствах, вы даете определенные языковые средства для того, чтобы дети решили задачу. И здесь же очень интересная форма, такая как экскурсии. Между прочим, коллеги, у нас на последних вот 2 или 3 научных конференциях, которые для школьников проводит КФУ, побеждали в секциях дети, которые предоставляли экскурсии на языке, на английском вот языке, это может быть на татарском языке, по тем местам, откуда они приехали. Очень интересные экскурсии,
где это прямо целый проект, когда они проводили краеведческую работу, изыскание, и если это в соответствующее имеет оформление и действительно предполагает какую-то краеведческую работу, это замечательно. Вот мы с вами говорили о том, да, и вот по Пасову как же формируются навыки. Как формируется навык говорения, и как мы говорим, начинаем с восприятия, то есть у нас должен быть какой-то образец. Мы смотрим на различные образцы, потом делаем по аналогии, действуем, и начинаем варьировать ситуации. Варьируя ситуации, то в один магазин пойдем, то в другой, то в третий, чуть-чуть меняя только в рамках ситуации одно-два слова, и таким образом в жестких рамках вырабатываем определенную, отрабатываем структуру. Ну, вспомните, вот как это было при интенсивной методике. Вот посмотрите, вы хотите отработать, допустим, какую-то фразу приглашения. У нас это было, есть такое в английском языке would you like, ты бы хотел. Вы меняете только место, куда хотите пригласить. Театр, кино, цирк, зоопарк. И раздаете карточки. Очень важный момент в данном случае является новизна. Вот этот вопрос, фиксированные пары или не фиксированные. Дети, вот, например, подружка, она всегда с подружкой будет. А ее посади с другим, не хочет работать. С другой стороны, их надо приучить. Понимаете, даже смена партнера, и это говорят психологи, заставляет человека говорить по-другому. Вот вы хотите, чтобы у вас варьировалась ситуация, чтобы она менялась, поменяйте партнера. Посадите с другим человеком. Но я понимаю, бывают такие вот, ну никак, враги там на всю жизнь. Но это исключение. А так приучите к тому, что пары не фиксированные, потому что изменение партнера по общению позволяет вам то же самое проговорить, но уже будет совершенно по-другому. Вот это важные психологические условия новизны, которые дают вам возможность варьировать ситуацию. Вы приглашаете и даете разные ответы. Либо согласие, либо несогласие, в зависимости от ситуации. Это называется тренировка в жестко заданных рамках. Вы здесь исправляете все ошибки. А потом, когда отпускаете в свободное плавание, вы тогда уже не исправляете ошибки и относитесь к ним толерантно. Для того, чтобы обеспечить свободную речь. Ну, что такое свободная речь? Мы с вами должны договориться, что в условиях школьных у вас все равно речь совершенно свободна. Когда говорят «совершенно свободно», говорит по-английски. Ну, как может говорить человек, не носитель языка, совершенно свободно? Все равно будете ограничены свободно рамками изучаемого материала. Вот это очень важная оговорка, свободная в рамках изученного материала. И дальше вы будете уже общаться в этих рамках. Для того, чтобы мы с вами... диалог получился, нам нужно обеспечить, мы уже говорили, определенные условия общения. Эти условия общения достигаются, ну вот давайте посмотрим, если у вас групповая работа, каким образом это можно сделать. Когда вы раздаете задание и даете опору. Ну, представьте себе, ситуация такая. Вы раздаете всем карточки, тем, чтобы было интересно. У детей и во всем мире, оказывается, разное отношение к Макдональдс, верно? Начинаешь спрашивать, как? Ну, большинство отзывается негативно. Ну, допустим, представьте себе, что вы раздаете вот такие карточки, делите их на группы по 4 человека и просите их построить новый Макдональдс в Казани. Для этого они должны в опоре... У вас даются вопросы, где будет расположено, можно подсказки добавить, то есть как будет оформлено. Здесь можно на страдательном залоге тренировать структуры, можно тренировать, когда вы герундий проходите, или еще подсказки давать. И благодаря этому потом, после обсуждения, они вам представляют вариант, где они собираются построить Макдональдс, какой это будет Макдональдс, кто там будет работать. А следующее заседание совета директоров вы проведете по презентации. То есть, кто будет проводить презентации, какие сувениры вы будете дарить, кто будет выступать. И вот такая обработка ситуации позволяет использовать нужное вам время, нужное выражение. Вот
тогда они работают в мини-группах. И тогда кто-то из группы по очереди выступает и делает презентацию. Есть такое направление в методике обучения иностранным языкам, когда начинает обучать с ситуации, именно с продукции, а потом что вы поправляете. Вот посмотрите, вот вы изучили какую-то тему, подходите к ее завершению. И на этой теме вы хотите, чтобы дети поговорили, выяснить, что там недочет, какие-то еще проблемы остались. Дайте проблему, дайте возможность решить задачу. А потом, когда они у вас выступят, покажут, вы систематизируете ошибки, повторите, поправите и доведете до ума с тем, чтобы уже потом можно было дать тест. Я говорю это абстрактно, потому что довольно трудно. Представьте вот такую ситуацию, как вот нам американец давал. Такой специальный метод есть в английском языке, называется task-based approach, когда он говорил, что к нему должен приехать племянник, был из Японии. Он этого мальчика никогда не видел, и он не знал, чем занять 4 дня ребенка в Казани. 14-летний японец, что с ним делать 4 дня в Казани? Вот получили задачу группы, мини-группы, да? Начали работать. Когда для того, чтобы каждая группа могла представить результаты своей работы, нам раздали листочки обоев и маркер, чтобы это было видно издалека. Посмотрите, вы начинаете работать и предлагаете. Первый день вот такая программа, вторая такая. Когда вы это обсудили, представляете, каждой группе один человек обсуждает, и затем вы смотрите, чей вариант лучше. Даже вот тут вот 4, 3 группы, 2 проекта, смотрите, в зависимости от количества человек в группе. Так вот завершаете работу, а вы смотрите, да, вы, допустим, предложили, ну что, здесь у вас может быть очень трудное слово, у нас в английском языке suggest есть такое, неправильно употребляют. Или вот для татарского языка какое употребляется конструкция для того, чтобы дать совет? Мы советуем в этот день одно, мы советуем в этот день другое, правильно употребляет, неправильно, он порядок слов нарушает, или не тот суффикс употребляет. И в конце концов вы проводите анализ, как это сделано. Но дети говорили весь урок, они использовали лексику, они решали реальную какую-то задачу, которая у них есть. Вот отталкиваясь от проблемы, вы можете также предложить решение определенных задач в групповой работе. Вот вам, пожалуйста, вот эти вот формы групповой работы, тогда, когда вы не можете вмешиваться немножко и регулировать работу, кто выступает вот первый раз, кто второй раз выступает, в какой последовательности даются задания для того, чтобы решить проблему. Вот это интересно. Следующий вопрос, на который всегда обращают внимание при обучении говорению, это излишне строгая оценка знаний. У нас англичане вообще никак не оценивают. Тут они приходят, садятся, вот у них вот тут на коленочках лежит бумажечка, и они всем детям говорят: ой, хорошо, 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 все, молодцы, молодцы. Когда закончился курс, и они, дети открывают четверть, и там тройка стоит. Вот это вот, наши дети ведь привыкли, что все-таки мы им реально говорим то, на какую оценку они учатся. И для них это неприятный сюрприз. Умение, вот есть направление в методике, когда вы только хвалите, положительное, но с детьми ведь это, вы понимаете, не работает. Тем не менее, атмосфера доброжелательности для того, чтобы реализовать вот наши с вами задачи коммуникации, она обязательна. Доброжелательные отношения, создание позитивного такого, с позитивной атмосферы, для того, чтобы дети хотели высказаться, чтобы, и при том умение. Я понимаю, что вот я пожелания выдаю, а дети часто не слушаются, дисциплину нарушают. И часто реализовывать очень трудно в такой ситуации. Я вот студентам всегда рассказываю, что каждый решает как может. Это я вам просто так, чтобы вы улыбнулись. Ситуацию скажу, что у меня студентка одна как вышла из положения. У сестры практику проходила, у нее очень был класс 4 плохой. А она оставляет на первое время учеников 1 на 1. Студентка на практике, и
Я оставила ее с классом 1 на 1, сама бегаю по коридору, нервничаю, тихо. Я говорю, еще раз бегаю, тихо. Ну, как уж это уж она сумела. А вот так же, вот как здесь аудитория, вот так класс и аудитория. Иногда так тихонечко двери открываю, смотрю, а в конце класса сидят таких 2 молодых человека, очень крупных таких. И свирепо этим детям смотрят в затылок. Дети только оглянутся туда и сидят тихо. Вот она привела помощь. Это вот уже творческий свой подход такой к решению проблемы. Урок она хорошо провела, все получилось. Да, ну вот, каждый, конечно, как хочет, вот, как может, выходит из положения в такой ситуации. Но когда дети у вас рабочий шум, и когда они работают и решают проблему, это нормально. Здесь часто администрации не нравится. А мы вынуждены, потому что дети должны одновременно говорить, они должны, и этим мы увеличиваем количество времени, направленного на практику. Это обязательное условие формирования навыка. Мы все время говорим с вами, что формирование языковых навыков, речевых навыков, это скорее как музыка, физкультура. Я же говорю, как вы учитесь, например, мужчин, там, женщин машину? Сначала медленно, медленно, быстрее, быстрее, а потом даже не задумываясь. То же самое и с языком. Вы медленно, медленно, правильно произносите, учите, а потом уже на автомате получаете нужный вам вариант. Фиксация внимания на ошибки, мы уже об этом говорили. И, естественно, если учитель говорит очень долго и много, то этим он только иногда, часто, особенно по грамматике, затрудняет понимание и не дает детям возможности практиковать язык. Мы с вами говорим о том, что для того, чтобы у нас усвоилась определенная структура, которую нужно вывести в речь, мы должны максимально создать вот условия, чтобы она была повторяема и чтобы была вариативность употребления. И здесь для обеспечения вот такой вот вариативности плюс групповой и парной работе есть еще ситуация, когда вы можете поднять весь класс, и весь класс ходит и с друг другом общается. В поисках чего? В поисках, это как игровой момент, здесь в поисках, допустим, окончания какого-то предложения, вопроса, умение закончить ситуацию. Для маленьких детей очень важно даже, просто если у вас есть интерактивная доска, как вы знаете, просто слова прям вот переносить из одной ситуации в другую. Психологи говорят, подвигать рукой, движение рукой тоже помогает усвоить. Я была на очень хорошем уроке в Пестрецах у учительницы. Она прекрасно справилась с задачей. В английском языке всегда постановка вопроса оставалась очень сложной проблемой. Во-первых, порядок слов, вспомогательный глагол. Что она делала? Она разрезала вопрос на кусочки, да? И дала детишкам каждому по слову. Их 12 человек. Вот они, 2 вопроса. Она попросила встать их в таком порядке, в котором слова встречаются в вопросе. Выстроиться. Вот они, у них эти слова в руках. А в группе мальчик, такой, знаете, вот бывает ведь лидер в классе, да? Вот ему всегда все вперед хочется. Он встанет, не получается вопрос. Встанет, не получается. Наконец они тут вот толкались, выстроились. Он так посмотрел, говорит, я, оказывается, после Айгульки стою. Вот он свое 3-е место запомнил, потому что он выстроился. И вот они встали друг против друга. У них получился правильный порядок слов в вопросе. И они его запомнили. Если вам нужно правильный порядок слов в предложении, конечно, вы можете сделать это и благодаря тому, что вы написали в тетради. Но вот для детей потолкаться, встать в правильное место имеет очень большое значение именно в плане понимания пространственного, как должно быть, как выстроено. С чисто психологической точки зрения это имеет большое значение.
То же самое, вот когда у вас интерактивная доска, или, как раньше мы делали, переносили на фланелеграфе или еще что-то, на магнитной доске, магнитики, для того, чтобы выставить вопрос. Вот все это остается очень актуальным для запоминания. При нынешних возможностях информационно-коммуникативных технологий, при том, что вы можете выделить цветом любой интересующий вас момент, перенести любую часть предложения из одной части доски в другую, вот это, конечно, очень имеет большое значение. В случае диалога вы можете переставить местами и выстроить их в логике последовательности. Если у вас вот этот диалог перемешан неправильно, вы должны его логически построить, а потом разыграть еще на доске. Вот это тоже очень хорошее упражнение по и логике высказывания, и потом, поскольку оно разыгрывается у вас и читается, для запоминания определенных выражений. Вот она должна быть определенная однотипность, то есть вы не меняете на начальном этапе образец, а вы его стараетесь использовать почаще, и чтобы он регулярно поступал. Вот как мы говорили, 10-12, ну, кому-то 17 действительно может быть мозг учащихся для того, чтобы запомнить. Комплексность усвоения, это опять мы говорим о том, что вот это разные виды речевой деятельности. И управление, конечно, остается в руках учителя, потому что дети просто, эта двупланность, участвуют в работе, а учитель регулирует данный процесс. Для того, чтобы, конечно, ученик удачно реализовал поставленную вами коммуникативную задачу, нужны слова, нужны вот эта вот опора, вот этот речевой материал, который вы даете. Как его дает и как он оформляется. Очень интересно, вот в любом случае, для того, чтобы дети заговорили, вот мы даем эту опору. Вы можете предложить опору, судя по тем материалам, которые вот высылает и Оксфордские методические, и Oxford University Press, и другие. Вот эта перемена. Вы можете раздать детям футболочки, елочки, снеговика, что хотите, которые они вписывают необходимые им слова, разделяя и систематизируя их по темам, и таким образом получают опору. Ну вот смотрите, это известная вам, как паук, такая диаграмма, спайдограмма, да? Где вы расписываете времена года, и в зависимости от этого одежда или обувь, или занятия, которые дети занимаются, и это ложится им на парту, и основа для диалога. Это футболка, в которой вы расписываете рукавчики, в кармашечки и так далее, и по оторочке необходимый вам материал. Ведь не важно что. Важно, что для детей вот это разнообразие форм подачи каким-то образом, новизна, вносит и вызывает интерес и мотивирует их к говорению. Имея перед собой данную лексику, лексико-грамматические структуры, они уже на основе ее по ситуации составляют диалог. Таким образом, вы выделяете максимально большее время на речевую практику, создаете ситуацию успеха. Ситуация успеха возникает тогда, когда детям удалось решить коммуникативную задачу, и они их поняли, они смогли решить и сделать то, что вы их просите, и тогда это стимул для дальнейшего развития, для дальнейшего вот это создание, сейчас очень модное направление, траектории индивидуального развития. Здесь же они создают и портфолио, в которое отмечают свои успехи и складывают свои результаты. Портфолио помогает вам проследить и детям вот таким образом, как у них развиваются навыки, как они проявляются в дальнейшей жизни. И что предстоит сделать, чтобы решить нерешенные еще задачи. Итак, мы с вами, разбирая диалог, мы с вами говорим о том, что диалог мы начинаем обучать диалогической речи с того, что даем образец. Мы даем детям образец, и образец этот вот диалогической речи, то, чему они подражают. И это вот возникло еще давно, когда
создавались первые интенсивные методики, и ходили люди, прямо записывали речь, которая существует на улице, для того, чтобы она была максимально приближена к речи носителей языка. Вот вы даете такой подобный образец, и потом позволяете детям менять ситуацию, варьировать, с тем, чтобы они могли, варьируя ситуацию, чтобы навык стал гибким. Почему? Вот мы с вами говорим, можно выучить очень много диалогов наизусть, но от этого говорить вы не научитесь. Почему заученные наизусть диалоги нам не дают, не формируют речевого навыка? Конечно, потому что жесткая рамка. Да, что в жестких рамках, оно не гибкий, навык не гибкий. Для того, чтобы навык стал гибким, нужно варьировать ситуации и их менять. И когда вот у вас и чтение, допустим, какое-то вы даете в определенных только рамках, и диалоги определенные, здесь знаю, шаг в сторону, я уже ничего не могу применить. Поэтому мы варьируем максимально, насколько можем, меняем ситуации и таким образом добиваемся того, чтобы навык стал гибкий. Ну вот, начинаем с отдельных элементов, потом составляем маленькие микродиалоги, пригласил, согласился, отказался. Дальше у нас уже большой тематический диалог, который может быть в определенной ситуации. И здесь вот мы не исправляем уже ошибки. Здесь мы позволяем, насколько возможно, дать свободную беседу, только потом по окончании, сделав определенные замечания по наиболее типичным ошибкам. Вот я вам обещала показать различные, как парты расставляются, какие существуют требования к организации, как ряды учащихся. Вот это считается наименее традиционное, удачное. Я, конечно, понимаю, что директор вам может не позволить, и здесь вы ничего не сделаете, передвигать. Но стараться сделать класс удобным для общения, вот это вот как подковы, это, я не знаю, кому как нравится. Я больше всего люблю, когда вот сидят вокруг стола. Такая вот оптимальная. Или как подкова тоже очень хорошо. Ну, в крайнем случае мы с вами говорим вот как рыбка или как елочка. С тем, чтобы вот такой, как кабаре стиль. Посмотрите, сколько здесь всевозможных вариантов для того, чтобы... Вот когда обычно наши учителя проходят сингапурский метод, они вот говорят, вот там все сидят за столом, каждый вот позволяет, что сидение за столом позволяет отдельным организовать групповую работу, позволяет проводить практику в общении лучше. Смотрите, это ничего особенного в сингапурском методе такого, что в нашей методике нет. Здесь небольшие просто акценты в организации смещены таким образом, что позволяют вам более интенсивно обеспечивать взаимодействие между детьми и, соответственно, учащимися. И, соответственно, получить лучший результат. Вот контроль, каким образом происходит диалогической речи. Мы говорим о том, что вот когда ребенок у вас, мы подходим к диалогической, монологической речи, вот вы начинаете обучать детей, ну, допустим, первая тема такая же, семья, игрушка любимая, да, ведь вот какие звери вы знаете. И ребенок готовит описание, например, игрушки. Выходит у вас ученица и говорит, у меня есть кошка, допустим, она такого-то цвета, она умеет делать то-то, и я ее люблю. Вот 4 предложения, условия, которое должно быть соблюдено. Эти предложения должны быть построены по разным структурам. Вот если учитель добьется, что у него на раннем этапе, уже где-то 2-3 класс, ребенок 4-5 предложений может сказать в монологической речи, но по разным структурам, это уже большая победа. Не просто вы берете у вас отдельно it has, I have, it is. Это вот я уж с английским языком.
А структура предложения модальным глаголом, допустим, с определенным суффиксом одним, другим. Вот умение построить по разным структурам монологическую определенную речь, и чтобы она композиционно была правильно расставлена, вот это большая победа. Что значит композиционно правильно расставлена? Значит, даны правильные опоры в виде плана, в виде определенных вопросов, чтобы ребенок, описывая комнату, не метался из угла в угол и не говорил одно и то же. Чтобы вот он умел, чтобы последовательность построения была, определенная логика. Здесь задача в основном учителя. Не случайно на ЕГЭ, на ОГЭ заранее ведь прям план оговаривается, он описывается, и в соответствии с этим планом вы даете уже монологическую, строите или монологическую идеологическую речь. Диалог. Сколько? Посмотрите, пожалуйста, когда у вас дети достигают 9-10 класса, на иностранном языке их монолог должен стать 25 предложений. Это очень много. 25 предложений, построенных по логически и композиционно выдержаны. Это очень тяжело. Монологически на родном-то языке, извините, столько речи выдержать в таком плане очень тяжело, а на иностранном тем более. Поэтому это все очень постепенно, понемножку наращивается от тех 4 предложений, которые дети начали говорить, описывая свою игрушку, до 10-11 класса, где они, 9 класса, где они уже могут рассказать о профессии, о себе. Тема семьи тоже ведь можно по-разному рассказать. Можно очень примитивно рассказать. Такой-то, такой-то мне, и используя минимум лексический. А можно рассказать так, что это достойно художественного произведения. Поэтому темы-то у нас распределяются поэтому концентрически, и каждый год они усложняются. И каждый год вы добавляете новые детали в описание того же самого, допустим, той же самой темы, но она дается более в сложном варианте. Теперь мы с вами посмотрим при обучении монологу. Вот когда потихонечку наращивается предложение, каким образом строится работа? Вы можете, как всегда, идти по одному. Дети добавляют предложение, да, по очереди, описывая что-то. Можно заканчивать предложение. Можно организовать соревнования в парах. Вот мы редко даем задание, у нас привычка, что мы даем задание на одного ученика. А все равно он обращается к соседу. Обратите внимание, по зарубежной методике они всегда дают задание на 2. Разберите, посмотрите, сделайте вдвоем. Когда вы работаете по карточкам, чтобы соблюдать это, очень удобно сделать следующую вещь. Вы нумеруете задание и просите, вот даете парой карточку и говорите, ты делаешь четные номера, а сосед делает нечетные. Потом, когда вы подходите проверять, они все равно делают по очереди, а вы слушаете обоих, и они по очереди говорят, они вместе сделали, все равно они будут делать вместе, раз сидят. Вы никуда не денетесь. А таким образом вы приучаете их заранее, даете им возможность работать в паре. Вот эта работа, она уходит у вас от уровня предложения тихонечко до объединения 2 предложений, и потом вы переходите на уровень рассуждения. Это когда дети, вы задаете вопрос, они просто отвечают, и дальше «почему?». И они должны добавить еще одну фразу в аргументацию собственной мысли. Таким образом, вы расширяете их возможности. Вот обычно темы, которые предлагаются. Посмотрите, от себя до будущей профессии, от школы до здорового образа жизни, от погоды до окружающей среды проблем и от, как всегда, темы страноведческого характера. Вот этот культурноведческий, страноведческий компонент имеет сейчас очень большое значение. Человека не поймешь, и так называемый коммуникативный сбой наступает, если он не понимает реалий, о которых говорим мы, если не знает наших стихов каких-то популярных, не знает наших
сказок, которые знакомы, всех песенок. Как это изучается и где это включается в урок? Обычно очень популярна для этого фонетическая зарядка. Вот в начале урока для того, чтобы приспособить. Вот, допустим, в татарском языке закон сингармонизма. То есть вы начинаете слово мягко, оно все идет мягко. Твердо, значит, все идет твердо. Вот русскоязычной аудитории к этому органы речи не приспособлены. Значит, начинаете, и сразу вы заставляете произносить, например, слово мягко, твердо, приспосабливая артикуляцию к определенному языку. Фонетическая зарядка имеет очень большое значение для настроя класса на обучение. Если вы даете, не пренебрегайте ей, и она соединяется часто с речевой зарядкой, которая вводит в ситуацию урока. Вот вы даете фонетическую зарядку, и в ней удобно выучивать всевозможные пословицы, крылатые слова, выражения, которые в дальнейшем помогут детям, маленькие даже стишки, которые в дальнейшем помогут детям понимать то, что знакомо каждому носителю языка. То, что он с детства знает, выучил. Для него понятно. Хампти-дампти, как по-английски, кто это такой, да, шалтай-болтай, вот в русском переводе, например, Маршака. И что вот знакомые выражения, летучие крылатые слова, знакомые любому носителю татарского языка. Эти моменты вот в фонетической зарядке, они же, вот вы говорите, вот Олимпиада у вас дети участвуют. Очень часто в Олимпиадах проверяется знание именно лингвостроноведческого компонента. Скажите, включают важные какие-то реалии, которые характерны встретить только для нашей, например, только для нашей ситуации. Но здесь большое значение имеет также вот имена собственные, как они произносятся, как, в каких ситуациях вы встречаете. Я сюда приезжал один англичанин, он взял такой год, он поступил в Кембридж, и взял год такой на английском языке, называется gap year, то есть вы можете взять свободный год вроде академ года. Вы уже поступили, вас приняли, и на год вы можете взять, использовать его можете как хотите. Он сюда приехал, две вещи, полгода прожил здесь, он учил татарский и русский язык, мы спросили, зачем, он говорит, из любопытства. Вот. А потом уехал к тибетским монахам изучать медицину. И он все время пытался понять здесь, вот, как в татарском языке сказать слово «пожалуйста». Ходил везде, даже на рынок, слушал, обращался, не знал, как все-таки подобрать, найти. Ему надо было эквивалент английского слова «пожалуйста» найти. Мучился. Есть определенные вещи, которые для того, чтобы вот не носителю языка понять, мы должны включать в ситуации вот буквально в начале урока повторение, изучение, песенки пропевать, которые известны всем. Вы можете их потом использовать как во внеклассных мероприятиях, также и они пригодятся, вот эти знания пословиц и поговорок, везде, и в тестах, и в экзаменах, и в общении в любом. Потому что вот этот социолингвистический компонент, который сейчас оказывает очень большое влияние на формирование вот этой межкультурной компетенции, мы говорим, на умение общаться, это на наши с вами плечи ложится большая очень ответственность в плане воспитания толерантности. Дети часто не воспринимают это как, особенно тут иностранный язык, как вот это вот преодоление стереотипа, преодоление этноцентризма, то, что, а уж англичан с их англоцентризмом, это поскольку вот это вот все, что на острове, хорошо, а если не на острове, то это все-таки, ну, снисходительно, но все равно хуже, понятно. Вот. Это умение понять, что все мы разные, и это прекрасно, и что если по-другому, это не значит, что это плохо, а просто потому, что по-другому, и что мир разнообразен, и благодаря этому тут интересно жить. Вот это умение, наша задача, с которой мы должны все время справляться и решать, как раз на изучение языка. И когда вы изучаете пословицы, поговорки, вы одновременно и учите особенности, которые характерны для определенной культуры. Обратите, вот, обращая внимание на... я такие вещи
когда поясняешь, вот у меня же девочки, вот, естественно, в основном учатся на иностранном языку в школе, в основном женщины, объясняешь, почему, например, свекровь со снохой на кухне не уживается, потому что быт разный. И вот это считает, что как не у меня, значит плохо. У дочери с матерью всегда культура быта одна, и тут уже не важно, картошку, когда жаришь, закрываешь с самого начала или в конце закрываешь. А если у вас сноха и свекровь, тут возникает как раз не у меня, значит, как не у меня, значит, плохо. Вот и получается вот это вот столкновение двух культур и менее вот это вот, чем больше знает, чем больше изучает, тем больше видит всевозможных культур, тем, конечно, мы с вами, вот у нас вот эта фонетическая зарядка, речевая зарядка, она нам очень помогает для решения многих социокультурных проблем. Тем более, что знание социокультурного компонента, оно вот в экзамене очень часто присутствует как критерий знания иностранного языка. Ну вот мы с вами даем ситуацию, и когда мы учим детей говорить в монологе, мы, конечно, даем образец. И это образец в виде нескольких текстов. Один текст, несколько текстов. И таким образом, заменяем, мы даем возможность им рассказать, изучая какой-то город. Ну, мы изучаем, например, Вашингтон, там Лондон, потом рассказываем о Казани, месте, где они родились и учились. Вот здесь очень важный момент является, конечно, опора на жизненный опыт детей, потому что проблемы, которые поднимаются в учебнике, очень часто неинтересны и отличаются от тех проблем, с которыми сталкиваются дети, когда вы с ними работаете. У нас все-таки очень отличаются реалии. И почему отказались? Вот эта вот проблема у нас. Почему отказались от тех учебников британских? Они не ориентированы совершенно на наши, вот на ту интерференцию, которую язык родной, отрицательное влияние родного языка, русского в частности, на формирование навыков на английском. Тоже вы будете испытывать и здесь у вас. Потому что это большая самая проблема, это как раз интерференция. Так, ну что же мы, образец для подражания мы берем, да, и если второй путь, это когда вы просто для обучения монологической речи проводите мозговой штурм, то есть вы спрашиваете у детей, собираете информацию, а потом аккуратненько в соответствии с планом они создают вам монологическое высказывание, давая мнение на разные проблемы и темы, которые вы обсуждаете. Здесь дискуссия является самой трудной формой. Вот если у вас монологическая дискуссия, вот часто говоришь пересказ текста, вы ведь тоже используете пересказ текста. Это в нашей методике очень часто используется технология пересказа. Пересказ текста какой? Если пересказ текста просто механический выученный текст, он вам не развивает речевые навыки. Если же вы проводите какую-то трансформацию текста, это другое дело. Ну, например, вы можете от лица какого-то героя предложить рассказать. Или, ну, это... У меня, помню, очень удачно прошло, когда мы проводили суд над героем. Здесь были за и против моменты, которые позволили решить проблему и как-то осудить героя или, наоборот, оправдать его. Посмотрите, пожалуйста, что позволяет текст. Это конкретный материал, который дает идеи для того, чтобы подготовить монологическое высказывание. По идее, пересказ хорошее, вот в английском языке он преследует определенную цель. Как раз, как мы говорили, очень много времен, и он учит расставлять времена, систематизировать, выстраивать в их определенную логику. Пересказ, конечно, и позволяет запомнить лексику хорошо. Вот только, но считайте, что это в основном, конечно, технический навык. А уж когда вы излагаете свое собственное суждение по какому-то вопросу, это вот таким образом мы развиваем навык говорения. Описание. Хорошо использовать. Дети все время начинают, вы описываете квартиру, любимое время года.
Повествование всегда включает последовательность действий, особенно когда какое-то происшествие. Самое трудное – это рассуждение, где дается аргументация. Вот это рассуждение и аргументация для того, чтобы дети смогли сделать, нужно разделить класс на две части. И одни подбирают аргументы «за», другие – аргументы «против». И только потом, соединяя эти аргументы, у вас может получиться какая-то дискуссия. Детям очень трудно, им не хватает часто лексико-грамматического материала для оформления собственной мысли. Говорят: хорошо, а если перейдут на родной язык, тогда как? Вот, допустим, интересная дискуссия разгорелась. Я никак не могла подобрать тему для олимпиадников вот с тем, чтобы вызвать интерес. То, что я приготовила, оказалось им прям неинтересно, и все. И у них достаточно хватало лексико-грамматического материала, чтобы говорить. И случайно вот так нащупывая, я вдруг вышла на тему, которая вызвала интерес, и они вдруг стали говорить: это неожиданно. Тема мажориков. Раз. И вторая – наркотики. Я думала, что наркотики – это уже достаточно тема, которую часто обсуждают. И часто она уже детям надоела, и они не будут говорить на эту тему. Оказалось, тот факт, что я человек посторонний, не зная ни учителей, ни их одноклассников, она как-то сделала разговор достаточно откровенным, потому что я не могла никому ничего не сказать, никому ничего, как они, простите за сленг, настучать. Поэтому они передо мной достаточно откровенно, не называя имен, обсудили эту проблему и очень остро. И вторая, вот это вот часто получается, что мы тихонечко, осторожно нащупываем те актуальные вопросы, которые могут заставить детей говорить. Что говорят в этом случае методисты? Если вдруг детей затронула тема, и они переходят на родной язык. Говорят: не трогайте, пусть обсуждает, это воспитывает детей. Таким образом вы решаете очень важную воспитательную задачу. Но я понимаю, воспитание это важно, но на язык-то нам когда-то учить надо. Тут, в общем, у нас свои проблемы, которые надо решать. Поэтому, возможно, вот тот случай, когда вы даете, сразу припасете аргументы «за» и «против», и вы их запишете в две колонки, в одну «за», в другую «против», и поможете детям определиться с их позицией, а потом ее систематизировать. Опять-таки, мы говорим опоры, вот это вот важно. Это, пожалуй, и позволяет вам решить проблему. И, возможно, дискуссии, а потом обобщение – это монологический опыт. Вообще, для того, чтобы монолог очень хорошо перетекает из диалога, когда вы используете его, как вот у нас в английском языке такой термин есть «feedback» получаете. То есть вы организовали какую-то работу. Ну, например, посмотрите, вы спрашиваете: так, давайте спросим у соседей. Вот как мы говорили, ходит по всему классу, выясняет. Вы выделяете время, минут 10, допустим, на то, чтобы вот у вас табличку заполнили. Вы проходите тему «еда». Спросите, пожалуйста, что каждый из вас любит. И поставьте галочку в том месте, которое... Вот у вас тут чай, все, что вам нужно. Курица, там, особенно если национальная еда, это целая проблема. Вот англичанин, который попробовал перемячи, конечно, слово «перемяч» он выучить не мог. Это явно... И он всегда спрашивает, я спрашивал, моя племянница у них жила: Маша, у вас такие круглые штучки с мясом остались? И вот он так вот называл их круглые штучки с мясом. Тут вот придется искать какие-то определенные слова и выражения для того, чтобы передать реалии. И, конечно, для того, чтобы вот этот язык максимально отвечал по потребностям и интересам детей, придется проводить самим учителям большую исследовательскую работу. Я всегда ориентирую студентов, которые идут на практику, что когда вы начинаете тему «семья» с детьми и профессии, вы сначала посмотрите по журналу, у кого кем работает родители. Потому что в учебнике там 4 профессии: рабочий, доктор, учитель и инженер. А если у него мама бухгалтер, тогда что делать?
Тогда надо вот, чтобы, ну, ведь ему же все время придется, на протяжении всего времени, что бы этого бухгалтера вспоминать? Значит, надо дать ему это слово, с ним его проговорить, с тем, чтобы он использовал. Вот это как раз мы говорим о том, что лексическому значению, должно быть речевому замыслу, лексика подчинена детей, что дети должны, вы должны дать ту лексику, которую им нужно для того, чтобы они ей пользовались. Ну, вот я сегодня возвращаюсь к этому уже сначала, что да, стараются подчинить. Раз у нас с вами индивидуализация, раз мы с вами решаем речевые задачи, значит, те слова, соблюдая все-таки, изучая материал учебника, которые ему нужно для того, чтобы сказать то, что он хочет сказать, вот эти слова должны быть даны. И с ними нужно их обговорить. Если он хочет, вот вы проходите, у вас тут курица там, и суп, и все такое написано. Вот идет ребенок, опрашивает. Вы даете 10 минут. 10 минут он записывает имя. Вот на листочке бумаги написано имя. Он ставит галочку. Сюда пишет Марат, галочку ставит против курицы и против плова. А вот здесь, вот где у вас Ляйсан, он там ставит галочку против молока и пирожных. Ну, допустим. Вот поставил, ходил по классу, успел за те выделенные вами 10 минут, он успел опросить 5 человек. Все, заканчиваем, да? Успел опросить 5 человек. Все. Потом подходит, вы садитесь и начинаем сплетничать. И он, получается, у вас монолог. Я выяснил, что у нас большинство вот любит то-то, это, то-то. И рассказывает. Таким образом, систематизируя вот эту опору, превращая ее в монологическое высказывание. Вот таким образом, это очень часто используется работа для того, чтобы по опоре вы могли действительно реально описать ситуацию, происходящую с детьми в классе. Контроль монологического высказывания. Обычно, вот мы как с вами говорили, не менее 25 фраз. Это на английском языке, соответственно, те же приблизительно требования и к вашим высказываниям на татарском языке уже к уровню 9-10 класса. У вас какие-то вопросы ко мне есть? Мне задача такая вот была, попросили, как, чтобы мы остановились именно на коммуникативной направленности обучения, о толерантности к ошибкам. Есть вопросы какие-то вообще по методике преподавания иностранного языка? Тогда давайте поблагодарим Людмилу Олеговну за большое. Вам спасибо.